Здравствуйте, Михаил. Расскажите, что такое умные парковки? Умные парковки я бы характеризовал как те парковки, в которых стабильно загружено примерно 80-90 парковочных мест. То есть всегда есть свободное место, на которое можно приехать и остановиться. При этом остальные места в целом заняты в час пик, то есть спрос соответствует предложению. В каких крупных городах внедряются эти проекты и как многие города с какими проблемами сталкиваются в реализации этого проекта? Ведь все-таки проект достаточно, ну я не сказала бы, может быть он и технологически сложный, но в то же время он больше, наверное, такой социально, такой очень чувствительный. Ну, я бы сказал, что все ведущие мировые столицы, в том числе Москва, где я постоянно живу и работаю, этим занимаются. То есть занимаются улучшением парковочного пространства. И прежде всего, для того, чтобы регулировать как раз спрос и предложение, парковка из бесплатной становится платной. То есть вводится тариф для того, чтобы регулировать спрос. И основное, что нужно сделать для того, чтобы создать не просто платную парковку, а именно умную парковку, это определиться с тем, где должны быть расположены парковки, сколько их должно быть, какие технологические решения применять, как использовать, как понимать, что машин сейчас именно столько на этой парковке. Например, используются датчики, машина подъезжает, фиксируется, что машина остановилась. Если человек оплатил, фиксируется, что оплатил. Если не оплатил, то предпринимаются соответствующие меры. Может быть, зафиксировано нарушение мобильным комплексом или портативным комплексом. И в следующий раз тот, кто остановился и не заплатил, будет, соответственно, подумает, прежде чем оставить машину просто так. А если он еще поставил машину неправильно, например, во втором ряду, то разумно ее эвакуировать. В местах, где остановка запрещена, нужно, соответственно, убрать ее с этой дорожной сети. Основная проблема, с которой города сталкиваются, это непонимание, прежде всего, от людей. То есть люди, когда накопили на машину, купили ее, пользуются, и тут начинают их зачем-то ограничивать. То есть это очень сложно представить себе. Ну вот как, за что? Я и так плачу налоги, зачем я еще буду платить за парковки? Да, и все эти платные парковки, это все нехорошо и неправильно. И очень важно выстроить правильную, активную информационную кампанию об этом. Зачем это делается, да, показывать результаты, показывать, как было до, как неурегулированно, неорганизованно стояли машины и негде было припарковаться, как становится после. По экспертным данным, по оценкам, до 30% времени можно ездить в центре, ища место для того, чтобы припарковаться. Это тоже создает пробки. То есть, с одной стороны, неорганизованная парковка мешает движению, с другой стороны, когда ты ищешь ее и наматываешь круги, можно до 15 минут искать, и все это время в потоке занимать... Создавать помехи. Да, создавать помехи для движения. Об этом нужно рассказывать, нужно собирать население и объяснять, что есть определенные, например, льготы, резидентные разрешения, что если я живу в этом доме, то я, по крайней мере, ночью имею право на то, чтобы бесплатно здесь парковаться. Нужно рассказывать, куда идут средства от платной парковки. Например, в Москве они идут на благоустройство тех районов, где эта парковка организована. То есть улучшаются детские площадки, развивается среда, она становится более комфортной, более удобной для жизни, и это нужно тоже обязательно рассказывать. И самый важный такой прямой канал коммуникации – это в момент запуска. То есть должны быть люди, которые объясняют, как оплатить, что можно установить приложение, можно оплатить с СМС-сообщением, можно подойти к паркомату, внести наличные и получить квитанцию. Можно раскладывать даже некие листовки, брошюры вблизи места введения платной парковки, описывая там технологию, как это работает. Спасибо большое. А что вы порекомендуете Астане?
Астане я бы порекомендовал те планы, которые есть в городе по введению платной парковки, реализовать как можно быстрее начать, потому что как только машина заведется, процесс будет двигаться быстрее. И не стесняться применять санкции. То есть те люди, которые будут нарушать, соответственно, административные воздействия применять. Например, в том числе развивать систему эвакуации неправильно припаркованного транспорта, потому что это мешает. Это может мешать проезду экстренных служб, да, и это нужно. И один раз, когда твою машину эвакуируют, ты 100 раз подумаешь, прежде чем оставить ее в неположенном месте. Спасибо большое, Михаил. Я желаю вам успешного дня и плодотворной работы на сегодняшней конференции. Спасибо.